Мордочка, смотрите, какая хорошенькая. Она всего тут 20 килограммчиков. Ты моя девочка. Такая маленькая. Такая аккуратненькая. Все, она хрюкает. Я боюсь, что она задохнется. И такая еще молоденькая. Но почему у тебя это выскочило? Почему? Ротик, открывай, дыши ротиком, дыши. Ротиком дыши, малышка. На КТ едем с девчонкой. На КТ. Она знает, что надо. Вот это умница, вот это умница. Ай, какая девочка. Ну, пожалуйста, выздорови. Ты же самая лучшая. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости по якуточке Алиске. С опухшестью на носу. Благодаря вам, друзья, мы смогли сделать ей КТ, компьютерную томографию, за что вам огромное спасибо. А теперь ждем результат. Он готовится 48 часов и ждем гистологию. Она готовится дней 10. Мне очень жалко эту собаку. Она настолько замечательная, небольшая, компактная, ладненькая, всего-то 17 килограмм, добрая и ласковая, даже ко всем незнакомым и врачам. Знает машину, сама запрыгивает. Собака без недостатков. Как хочется ее спасти. Ей всего-то года 4. О результатах обязательно вам расскажу. Вы знаете, а еще все больше убеждаюсь, спасти собаку с улицы, с усыпалок, с ППЖ, от живодеров, тяжелыми путями, сложными схемами перевозок недостаточно. Когда радуешься, что успела, спасла, вывезла, но не всегда это получается радостно. Это касается и собак, и кошек. Собаки во всех смыслах являются жертвами. Их прошлое, или содеянное с ними в прошлом может выстрелить в любой момент, уже будучи спасенными. Итак, спасенная из Астрахани, чудом не попавшая в мясорубку отлова, ранее уже побывавшая в этом отлове и кое-как простерилизованная там же, спасенная наконец-то и приехавшая ко мне девочка Кэти. Наша девочка, которая у нас приехала с Астрахани, да? Вот она. Позже в вольерчике одна. Отдыхает, да? Ты моя маленькая. Трусится пока, прижимается. Вот, но в целом на контакт идет, не агрессирует, да? Моя девочка, красивая такая, да? Ласковая, красивая мордашечка такая у нас. Такая красивая мордашечка. Вдруг она стала истекать кровью. Помчались сразу, на всякий случай, к онкологу. Я подумала о венсаркоме, ведь часто с ней встречаюсь. Сделали УЗИ, все срочно и все бегом, чтобы отвезти оперативно и успеть к врачу. Вот. Само тело нормальное, а вот область самой культи, как опухоль даже. А дальше идет нормальное тело. И вот это вот, скорее всего, шовник, нитки. Потому что есть и в области тела, вот он, как нитка, и вот как лигатура от шовника. И то же самое на втором яичнике. Ну, это надо переоперировать. Переоперировать? Вот это все извлекать, удалять, тело тоже удалять, обновлять весь шовный материал, потому что, скорее всего, пока это дает вам кровь в моче. В дальнейшем это пойдет какое-то воспаление. Во-первых, сколько находится этим, неизвестно. Вот. Во-вторых, неизвестно, как дальше пойдет весь процесс. Выглядит все это очень некрасиво. И вы знаете что? Это последствия стерилизации. Там не все удалено. Там что-то тяп-ляп сделано, что вызывает воспаление и гниение ниток. Нужна срочная операция, цена которой предварительно сказали 30-40 тысяч. Мне нечего больше сказать. Это вышибает почву из-под ног. И я устала бороться, когда думаешь, как бы их хотя бы прокормить, а тут еще одна за другой. Борьба снова за жизнь. Помогите, друзья. Нам теперь на операцию для Кэти.
Я вас очень прошу. Иначе она истечет кровью, иначе она погибнет.